Добрый день, дорогие слушатели, дорогие зрители. Национальная библиотека Чувашской Республики тепло приветствует всех поклонников, всех любителей музыкального искусства. Мы продолжаем цикл открытых лекций «Искусство сквозь призму истории». Очередной музыкально-образовательной лекторий будет посвящен итальянской музыке. Италию называют страной высокой культуры и искусства. Великие композиторы, давайте их вспомним, Верди, Россини, Вивальди, оставили наследство свои гениальные музыкальные творения. Всех нас завораживает прекрасная итальянская вокальная и инструментальная музыка. Итальянские песни являются самыми любимыми во всем мире. В Национальной библиотеке хранятся очень много изданий, посвященных итальянскому музыкальному искусству. Я хочу, дорогие наши зрители, познакомить некоторыми из них. Есть такая прекрасная серия под названием «Мой 20 век». Это же наш, конечно же, Лучано Паваротти. Вот эти издания – это Альберто Маттиоли «Лучано Паваротти» и «Мой мир» Лучано Паваротти. Как мы уже догадались, конечно, эти книги посвящены великому оперному певцу. Его называют «золотым голосом Италии» и верхним королем до. И тоже посвященная нашему великому тенору Лучано Паваротти есть такая серия библиотека под названием «Из сокровищницы мирового исполнительского искусства». Хочу предоставить вашему вниманию некоторые мультимедийные издания. Это великие композиторы Италии. Я их не буду перечислять. И, конечно же, мой любимый Вивальди и знаменитые концерты Антонио Вивальди. Есть такая прекрасная серия «Музыка на все времена». Я здесь просто взяла, опять-таки, Вивальди. Там есть, конечно, включены и другие композиторы. Ну а сегодня у нас в гостях прекрасный человек, прекрасный педагог. Она у нас часто бывает на наших открытых лекциях. Это доцент Чувашского государственного института культуры и искусств, заслуженная артистка Чувашской республики Алиса Леонидовна Агакова. Добрый день, Алиса Леонидовна. Вы нас сегодня поведете музыкальное путешествие в солнечную Италию. И тема, конечно же, нашей лекции – это «Солнечная Италия. Неаполитанские песни». Мы очень надеемся, что сегодняшняя лекция понравится нашим зрителям, слушателям и оставит много-много добрых впечатлений. Вам слово, Алиса Леонидовна. Добрый день. А я хочу начать нашу беседу с слов, которые сказал Дмитрий Шостакович. Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые, неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках. И еще я хочу вспомнить слова Джона Леннона, который сказал: то, что нам не додает жизнь, мы получаем в музыке. И неаполитанская песня – этот жанр, который богат такими красками, любовью, страстью, романтикой, солнцем. И неаполитанская песня удивительно наполняет нашу жизнь вот этим солнцем. Недаром у них вот есть песня «О соле мио», которая вот считается просто даже гимном Италии. И
Италия всегда была любима поэтами, художниками, музыкантами. В Италию стремились из всех стран Европы. Юный Моцарт гордился званием мастер композиции, полученным в Болонье у падре Мартини. И русские музыканты Бортнянский, Березовский, Фомин также гордились мастер композиции, то есть вот это зарождение музыки в Италии. Римская премия «Право жить 3 года в Риме» была высшей наградой в Парижской консерватории. Глинка прожил 3 года в Италии, знакомясь с выдающимся наследием итальянских композиторов. Туда же посылала своих стипендиатов Российской академии художеств. Воспоминания о Флоренции и итальянской капричо остались памятью в поездке в Италию Петра Ильича Чайковского. Мировая слава Федора Шаляпина началась в Миланском театре Ла Скала. И сейчас также продолжается, я думаю, что вот это течение, любимое течение итальянской музыки, высшей школы профессионального мастерства, также ездят туда на стажировку. Ну, вспомним Муслима Маговаева, который также, это было большой честью поехать и учиться, и проходить стажировку в итальянском оперном театре Ла Скала. Неаполитанская песня, канцона, она зародилась очень давно в истории, если можно считать еще XIII век, тогда, когда впервые прозвучала песня «Веронских прачек». И с тех пор итальянская, неаполитанская музыка как бы вот ведет своим особым течением, своим жанром далее по всему миру. И вот уже наступил 21 век, а мы также любим, получаем огромное удовольствие и наслаждаемся этой музыкой, которую очень и нелегко исполнить. Сейчас я бы хотела, Вера Себастьяновна, вы еще покажете, да? Вот. Сейчас или вы уже… по ходу. Да, по ходу, да? Ну, хорошо. Немного истории. Первая неаполитанская песня, вот такая популярная до сегодняшнего времени, была написана в 1835 году. Она называлась так: «Я очень тебя люблю, но ты терзаешь меня». И с тех пор ее поют, перепевают, и она звучит очень современно. То есть как современная? То есть это не стареющая музыка. Она удивительна своей свежестью, новизной, романтизмом. И вот эта сразу песня, она стала настолько популярна и в то время тоже, что звучала буквально из каждого окна. Но вот эта особая история рождения неаполитанской музыки, об этом можно долго говорить, но я буду более кратко сегодня, потому что у нас впереди еще очень много прекрасной музыки, а сейчас я хотела бы вам послушать, чтобы вы послушали певца, который себя называет Массимо, это итальянский певец, и как он здорово поет эту песню. «Я так тебя люблю, но ты терзаешь меня». Второй.
perché quando mi vira ti ingriffa come un gatto, non è che t'ha già fatto, che non mi può vedere, io t'ha già amato tanto, e t'amo e tu lo sai, io t'amo bene assai, e tu non pensi a me, io t'amo bene assai, e tu non pensi a me. La notte tutta dormono e io che vuoi dormire pensando a nonna mia, ma senta sciavoli, li guardo d'oro sonano a una, a due, a tre, io te voglio bene assai, e tu non pensi a me, io te voglio bene assai, e tu non pensi a me. Ricordate lo giorno che stavamo vicino e ti scorreano un sino le lacrime così, dici sta a me non chiagnere che tu lo mio sarai, io te voglio bene assai, e tu non pensi a me, io te voglio bene assai, e tu non pensi a me. Давайте коснемся истории возникновения неаполитанской песни. Сам город Неаполь, вероятно, старше даже Рима. Его происхождение, вероятно, связано с V или VI веком до нашей эры. Поселенцами зубей, то есть существовал такой эллинский народ, который принес свои обычаи и традиции. И с музыкальной точки зрения можно предположить, заметить, что некоторые созвучия между греческими и неаполитанскими музыкальными гаммами в чем-то схожи. И вот эта связь с эллинским народом, с Древней Грецией, подчеркивается во многих работах теоретиков, потому что мы хотим узнать, мы, слушатели, хотим узнать, откуда так родилась вот эта музыка, уникальная, солнечная, прекрасная музыка. И поэтому Неаполь, именно город Неаполь, который нам дал такой жанр неаполитанской песни. Эта песня, не может быть исполнена напевом просто или певцом безголосым, потому что песня тогда теряет свое очарование. Хочу обратить ваше внимание, что эти песни требуют
хорошего поставленного, красивого голоса. И многие классические певцы включают их в свой репертуар, такие как Лючано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, многие другие наши выдающиеся певцы, такие как Дмитрий Хворостовский, Муслим Магомаев, и современные певцы, например, такие как вот Олег Погудин или Александр Градский, потому что эта песня требует такого академического оперного изложения. И сама фактура с ее распевом, кантиленностью, эмоциональностью очень привлекает оперных певцов. И давайте сейчас послушаем песню, любимую песню многих народов, нашего русского народа, всемирную, любимую певцами, которая называется «Скажите девушке, подружке вашей», и поют ее 3 выдающихся тенора знаменитости. Это Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Лючано Паваротти. Dici d'ingella sta compagna vostra, che ci ho perduto sonna fantasia, che venga sempre, che tutta vita mia, non c'è volesse dire, ma non ci ho saggio dire. Dici d'incella buie, che non mi scordo mai. È la passione più forte della catena che lui tormenta l'anima e non me fa Я хотела бы продолжить дальше таким рассказом о таком певце небольшим, как Александр Градский, который обладал тоже прекрасным таким баритоном, культуры исполнения. То есть он был профессионалом высочайшего класса и прекрасным музыкантом. В его исполнении мы сейчас послушаем песню «О соле мио», «Солнце мое». У него такая история: на Олимпийских играх в 1920 году должен был звучать во время награждения итальянских победителей, должен был звучать гимн Италии. Но по какой-то причине у музыкантов не оказалось нот гимна, и тогда дирижер дал музыкантам команду играть «Солнце мое, соле мио». С первых же нот вся публика запела эту прекрасную солнечную песню «О соле мио».
giornate sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare giù una festa. Che bella è cosa una giornata sole. Еще раз я хочу представить книгу об Александре Градском, которую можно почитать в Национальной библиотеке. Я думаю, что многих заинтересует это издание о нашем выдающемся певце, который пел очень разную музыку. Это была и оперная, и неаполитанская, и, конечно, рок-музыка. Ну, вот так мы с ним недавно попрощались. Следующая знаменитая песня, тоже очень известная и любимая, это «Вернись в Соренто». И вы знаете, там вот такой смысл. Вроде бы тоже, ну, как бы мы думаем, вот такая любовь, там, страсть, вернись в Соренто. Наверное, так и есть. Но там сам смысл намного более такой простой и бытовой, так скажем. В Соренто прибыл важный гость из Рима, и мэр нанес ему визит, попросил ходатайствовать о дотации на постройку почтового отделения, которого в городе не было. В просьбе ему было отказано, и городской глава вышел очень расстроенным. В это время расписывал стены поэт-любитель де Куртис. Вместе со своим братом они сочинили песню, которая стала очень популярной «Вернись в Соренто». И исполнили ее на вокзале перед отходом поезда. Сердце чиновника дрогнуло, и вскоре в Соренто появилось свое почтовое отделение. Исполняет ее гениальный итальянский певец, который остался в истории мира, Марио Ланца. Amare quando è bello, spira tanto sentimento, come il tuo chi tieni in mente, che scetato fai suonare. Guarda qua che sto giardino, siente se stisciura l'ance, no profuma così fino, ed in te a cara se ne va. E tu dici parto addio, e te lontane da sto cuore, da sta tieni a cuore non tornare. Non me sa
Вот еще такие сборники, которые есть в Национальной библиотеке. Итальянские песни. Такой сборник. Здесь очень хорошая подборка вот таких неаполитанских песен. Тоже вот этот сборник мы тоже изучаем со студентами, смотрели, выбирали. Ну, для того, чтобы их петь, конечно, нужно много работать. Вот. Но песни очень... Подборка замечательная вот во всех сборниках. То, что сейчас, конечно, в концерте мы будут звучать одни из самых популярных песен, а в сборниках еще очень много замечательной музыки. Поэтому я предлагаю студентам, вокалистам, артистам также взять эти сборники, прийти в Национальную библиотеку и изучать и попробовать исполнять. Кстати, они очень, и в вокальном отношении, они очень развивают певца, поэтому будет очень много пользы от исполнения неаполитанских песен. А следующая песня в исполнении Муслима Магомаева «На качелях» называется. Там тоже такой смысл. Песню заказали владельцы канатной дороги на вулкан Везувий. Путешественники и неаполитанцы с недоверием относились к технической новинке канатной дороги, и владельцы терпели убытки. Неаполитанцы не хотели болтаться в корзинах, а поднимались на вулкан на лошадях или пешком. Ну, вот такая как-то песня с юмором, и один из журналистов написал слова и музыку. Песня понравилась, и так она звучит. Исполнение Муслима Магомаева. Tirate con le colline con fatto geloso va. Se balla come viendo l'angrassato, vuoi sai e sa. Yama, yama, no, yama, 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 no, yama, yama, funicola, funicola, no, yama, yama, funicola.
такие певцы, вот, как Лючано Паваротти, вот его тоже замечательное здесь издание есть в библиотеке, и другие они его проводил, поскольку он ушел тоже уже достаточно давно, но музыка его исполнения осталась. И вот такой замечательный концерт, и рождественский концерт, и его концерты с разными жанрами, с разными певцами, с рок-певцами, самыми известными, такими как Элтон Джон, Стинг, там еще масса, Джимми Хендрикс, затем вот эта певица Селин Дион. Просто можно смотреть вот это сочетание прекрасное, очень гармоничное. И сейчас тоже послушайте вот такой номер. Он поет с певицей Иреной Гранда неаполитанскую песню, которая переводится «Посмотри, какая луна». Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Друзья, я думаю, послушав такое исполнение, у многих поднялось настроение, появились какие-то позитивные, положительные эмоции, просто потому что невозможно вот этот вихрь, вот этот такой заводной, энергетический, темпераментный вихрь, он просто захватывает. А дальше будет звучать народный артист России Олег Погудин, который обладает совершенно ни на кого не похожей индивидуальной манерой исполнения. У него настолько он выстраивает свои песни как маленькие драмы, как все это расписывается, все очень ярко, артистично, темпераментно. И он сейчас для вас исполнит, вот Олег Погудин, он исполнит народную неаполитанскую песню, которая называется «Плата за 2 сольди». Я извиняюсь, потому что я не знаю, как точно назвать эту валюту. Сольди, сальди, но вот это итальянские деньги. Плата за 2 сольди. Nelle vecchie strade del quartiere più affollato, verso mezzogiorno oppure tramontata, una fisarmonica, un violino appostonato, capita se spesso di ascoltare, accompagna ad un cantante d'occasione
che si canta per le strade dei sobborghi, per chi sogna, per chi spera, per chi ama. И в продолжении тоже совершенно другая музыка. Она связана еще и с джазом, и с таким с битом, джазом, который написан в середине 20 века. Называется она «Пан-Американо». Тоже. И она продолжает звучать, и знаю, что она и сейчас очень популярна, также среди многих, и ее продолжают слушать. Это звучат в фильмах. В 1956 году вот, София Лоренс в итальянских фильмах тоже спела ее прекрасно, и она очень популярна. Давайте послушаем, как связанную с джазом мелодию «Пан-Американо». Porte casone con un stemma a rete, una cuppolella che vi si era alzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi t'ho fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, hai sorte per camella, chi te ridà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tu fa l'American, tu fa l'American, tu fa l'American, tu fa l'American. Хочется вспомнить джаз Леонида Утесова и даже фильм «Веселые ребята», где вот также хорошие музыканты, джазовый оркестр Леонида Утесова, и тоже они там шутили, веселились, что-то вытворяли, делали. Это было так давно, еще даже и до войны. Ну, также это все продолжает жить, вот какой-то вот такой вот параллели привел. Ну, вот это все очень здорово, такие музыканты, как они шутят, как они искрятся, заводят, очень приятно слушать. Следующее выдающееся исполнение тоже и выдающаяся музыка. Я не могла обойти вот эту песню, потому что я сама ее исполняла, ну, аккомпанировала хорошим таким певцам, ну, как вот у нас, например, был Валерий Иванов, с которым мы делали концерт, ну, который был один из лучших певцов мира, к сожалению, сейчас он не в Чувашии. Поет Муслим Магомаев «Пассионы», «Страсть». Следующее. Всех москвичей поздравляет и приветствует молодой азербайджанский певец Муслим Магомаев.
una misa in te peno, no veleno che doce, come pesa sta croce, e che trascina te. Следующая популярная песня, я извиняюсь за произношение, может быть, я не так говорю, валяры. Ну, я извиняюсь, конечно, что, может быть, не так точно. Давайте послушаем. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento la vida me debo. Y me hizo volar en el cielo infinito. Вот такая красота, так поднимается настроение, и хочется слушать и слушать. Следующая песня – это сейчас мужской вокальный ансамбль, который мне очень нравится, и я решила все-таки его включить. Кстати, они были недавно в Чебоксарах. Группа «Вива». Они... Ну, там такие солисты, 5 хороших, очень замечательных солистов, и я лично их слушаю с удовольствием, особенно в их исполнении песня «Аллилуйя», которую они создали, и клип, я считаю, просто гениальный. А давайте в их исполнении послушаем итальянскую музыку. Viva per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mentre da dentro c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei, non è un peso. Viva per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso, lei di tutti quelli che hanno bisogno sempre acceso. Come un stereo in camera, ti chiede solo adesso sa, che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita Следующая песня, которая заканчивает нашу беседу о неаполитанской музыке, это выдающийся сейчас один из лучших певцов, тоже мировых, Андреа Бочелли, и с такой же певицей Сара Брайтман поют песню итальянскую, в которой собраны тоже вот эти мотивы, вот эта красота, раздольность, кантиленность. Называется она по-английски «Time to say goodbye». И переводится «Время расставаться». E ora veramente credo che non mi resti altro da dire se non time to say goodbye.
sogno l'orizzonte e mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sulle finestre mostra tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò sulla navi per mari che io lo so, non esistono più. It's time to say goodbye. Quando sei lontana sogno all'orizzonte e manca le parole. E io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Дорогие наши слушатели и телезрители, мы сегодня совершили такое замечательное путешествие, музыкальное путешествие в солнечную Италию. И с нами была прекрасный лектор. Я еще раз напомню, доцент Чувашского государственного института культуры и искусств Алиса Леонидовна Агакова. Алиса Леонидовна, спасибо вам огромное за сотрудничество именно с нашей библиотекой, национальной библиотекой. Вы наш прекрасный читатель, вы постоянно к нам ходите, расширяете свой кругозор. И, конечно же, мы хотим вам пожелать огромного здоровья, прежде всего, и новых творческих, научных свершений. Удачи вам и еще раз здоровья. Большое спасибо. Спасибо вам за то, что я могу принимать участие и делиться с вами моей любимой музыкой, которая действительно уже который раз и французская музыка была, английская. Чувашская была последняя. Последняя была национальная, тоже прекрасная песня «Лети, лети, кукушка». И городской бытовой романс тоже мы слушали и проводили вот такую беседу. Надеемся. И дальше будем продолжать, Алиса Леонидовна. Я тоже надеюсь, потому что действительно после вот такого концерта, такого слушания вот этих вот песен в душе наступает гармония, радость, душевный покой. И мы все очень хотим, чтобы все было так же мирно, и у каждого в душе вот такие расцветали такие цветы, такие эмоции. Ну, я не побоюсь этого слова, наверное, какие-то божественные, буквально, да, конечно, вот, да, вызывает. потому что такая музыка, на которой уже не один век тоже звучит, любима и доставляет столько радости и счастья, от нее невозможно оторваться. И светлых чувств. И светлых чувств, да. Поэтому до новых встреч, дорогие друзья, и я надеюсь, что наши встречи еще продолжатся. До новых встреч. Мирного неба над головой всем.